Россия – столица Удмуртии Ижевск. А это журналисты, которые ежедневно пишут о республике и не верят, что кто-то так же хорошо знает, как меняется регион. В прошлом выпуске их задание выполнял Александр Спиридонов, шоумен, ведущий, модель и блогер. Настроенный скептически, он посмотрел другими глазами на деревню, познакомился с цифровыми сервисами на селе и даже собственноручно выловил и приготовил карпа. Сегодня ему предстоят новые испытания и открытия. Когда ты последний раз бывал в бассейне? Я очень давно не посещал бассейна, потому что мой спорт заканчивается только железками с тренером. Тогда мы начинаем, а еще мы будем наблюдать и давать задания. Ну, а я с удовольствием их выполню. Я думаю, справлюсь. Задача блогера – узнать новое об Удмуртии, а журналистов – следить за ними из редакции и отправлять задания. Справится ли Александр Спиридонов с ними в этот раз, узнаем в течение выпуска. «Сила воды» – самый современный в Удмуртии дворец водных видов спорта. Любителям и профессионалам его подарили в 2021 году. Это первый 50-метровый бассейн в регионе. Здравствуйте. Здравствуйте. Держите браслет, сейчас я вас провожу. Помимо бассейна в здании есть и тренажерный зал. Говорят, здесь можно встретить не только любителей, но и знаменитых спортсменов, и даже политиков. Александр Варшавский. Вот уже почти 3 года стоит у руля республиканского Минспорта. В прошлом тренер по тэквондо. Подготовил свыше 40 мастеров спорта и более 30 победителей европейских и мировых состязаний. Заслуженный тренер России и мастер спорта международного класса. Это не просто место притяжения, это точка роста. Точка роста, которая потом реплицируется на все наши районы, там, где растут новые тренеры, новые судьи, новые любители спорта, не только в плавании. С 2017 года у нас каждый год идет удвоение вложений в инфраструктуру спортивную. То есть начинали мы с 30 миллионов, сейчас цифра приближается к 2 миллиардам ежегодных вложений. Это и государственные деньги, и федеральные, и республиканские, и частные деньги. Саша, плавать пришел? Да, плавать пришел. Ни разу за последние несколько лет вообще не плавал. Вообще никогда? Ну не, в детстве, конечно, плавал когда-то немножечко, есть чем даже похвастаться, но это было очень давно, и мне кажется, уже разучился. Я знаю, что ты победительница первенства Европы. Скажи мне, пожалуйста, стало ли здесь заниматься лучше, чем раньше? Да, конечно. А где вы раньше занимались? В дворце спорта вот рядом, который здесь находится, прям в шагах. Здесь и бассейн больше 50 метров, и тренажерный зал такой прям вообще классно сделали, там такого не было. У бассейна «Сила воды» есть еще одно название на удмуртском языке. Как оно появилось и что означает? Главное условие – нельзя пользоваться смартфоном для поиска ответа. Здравствуйте. Скажите мне, пожалуйста, вы знаете, как называется этот бассейн на удмуртском языке? Конечно. Он называется Инву, что в переводе с удмуртского языка означает «небесная роса», «благодать». Это название выбрали сами жители Удмуртской республики, было голосование в соцсетях. И нам это название очень нравится. Спасибо. Пожалуйста. Я выполнил задание. Другое задание – проплыть 50-метровую дистанцию и оценить качество воды. Что вы тут делаете? А мне надо срочно выполнить задание. Ну, вам тут нельзя находиться. Почему? Ну, потому что это бассейн для маленьких детей. Здесь мы обучаем малышей до 6 лет. В этом бассейне надо предоставлять справки, надо приходить медосмотр. Поэтому здесь плавают только маленькие ребятки. Ваш 50-метровый бассейн находится выше. Хорошо, спасибо. Это у нас маленький бассейн, как называется, колыбель
нашего плавания. Здесь мы обучаем детей с маленьких лет, начиная с 5, 6, 7 лет, даже 8, те ребята, которые не умеют плавать. В дальнейшем мы их переводим в большой бассейн. Сила воды – самый современный в Удмуртии дворец водных видов спорта. Любителям и профессионалам его подарили в 2021 году. Первый 50-метровый бассейн в регионе построили по нацпроекту «Демография». Нужно узнать, где тренируют будущих чемпионов. Здравствуйте. Здесь у нас проходит круговая тренировка, значит, занимаются спортсмены, это первый разряд, второй разряд, то есть дети, которые занимаются плаванием 6 лет. Здесь мы занимаемся сухим плаванием, то есть плавание, оно многоразвитое, в плане в том, что нужно качать и силу рук, и силу ног, и спину, вот, и пресс. И в этом зале мы занимаемся. Хочу сказать, что в нашей школе 286 человек. Конечно, то, что у нас появилась такая база, это очень здорово. Этот тренажер называется Эркалина. То есть при помощи него мы разрабатываем специальную силу пловца. Чем он хорош? То есть спортсмен имитирует грибковые движения. Ну что, как прошел твой день? Что запомнилось? Какие впечатления? Здесь воспитают самых настоящих олимпийских чемпионов. Я в это верю. Удмуртия меняется? Конечно, меняется. И я искренне надеюсь, что Удмуртия станет впереди планеты всей, потому что Удмуртия – территория будущего. Шесть лет занятий, и у меня все получится. Я стану суперменом! Супер человеком Удмуртия.